Добрый вечер, с вами еженедельная программа «На страже», в студии Надежда Акимова, и сегодня в выпуске. Безработный парень отработал у мужчины золотые украшения на 135 тысяч. 300 литров контрафактного алкоголя изъято в одном из магазинов столицы. В Намцах произошел инцидент между местным жителем и 3 приезжими из Узбекистана. Полиция задержала молодого человека, который подозревается в грабеже с применением насилия. В конце ноября в полицию Якутска обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что в ночное время на улице на него напал неизвестный. Нападавший, угрожая физической расправой, заставил снять золотые украшения, которые были надеты в тот день на потерпевшем. Сумма ущерба составила 135 тысяч рублей. Оперативники быстро раскрыли преступление. В одном из частных домов, расположенных в районе Белого озера, был задержан 27-летний безработный парень. В отделе полиции он дал признательные показания. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», с санкциями, которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Похищенное имущество изъято в полном объеме в ходе обыска. 5 декабря в одном из ночных баров столицы неустановленное лицо с применением насилия открыто похитило сотовый телефон марки iPhone 5s серебристого цвета. Полиция разыскивает подозреваемых. Разыскивается группа лиц, 5 парней азиатской внешности. На вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост около 175-180 сантиметров, одетые в пуховики и вязаные шапки. Один из подозреваемых был одет в длинную куртку типа баск. На шапке имеется логотип фирмы Puma. В Якутске был установлен и пресечен факт организации незаконной игорной деятельности. Заведение функционировало на 2-м этаже офисного здания. Вход в помещение был защищен 2 металлическими дверьми, а также просматривался по периметру камерами наружного видеонаблюдения. После вскрытия дверей в зале были обнаружены женщина-администратор, охранник и 3 клиентов. В ходе проведенного обыска в игорном заведении были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 43 тысяч рублей. Также были изъяты 10 аппаратов-гаминаторов и 10 системных блоков. По данному факту Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело по статье 171.2 «Незаконная организация проведения азартных игр». В Якутске задержан мужчина, подозреваемый в совершении ряда краж из частных домов. Сотрудниками МВД было установлено, что мужчина совершил 15 краж, общий ущерб по которым составил более 1 миллиона рублей. Подробнее смотрите далее. В Якутске задержан мужчина, подозреваемый в совершении 15 краж из частных домов. Полицейскими МУ МВД России Якутская в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 42-летний уроженец Ленинского района, подозреваемый в совершении серии краж из частных домов. Его причастность установлена по 15 фактам краж, общий ущерб по которым составил более 1 миллиона рублей. Подозреваемый проникал в жилище, взломав окна и дверные замки. Из домов потерпевших он похищал практически все – ювелирные изделия, технику, денежные средства, вплоть до мебели и радиаторов отопления. Из частного дома, находящегося по Покровскому тракту, злоумышленник вынес всю мебель, кровать, столы, шкафы, а также радиаторы. Выяснилось, что в отдельных случаях потерпевшие значительно облегчали ему совершение краж, ничем не обезопасив свое имущество. Как проникли? Она, как-то я ее, там вот на ступеньку стоишь, там можно открыть. Вот на эти 2 полена, да? Ага. Видимо, они для этого тут состоят. По всем фактам возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Часть похищенного имущества изъята. Более 300 литров контрафактного алкоголя было изъято у одного из предпринимателей Якутска в ходе проведения операции «Улица». Участковыми уполномоченными был выявлен факт незаконного хранения алкогольной продукции в одном из продуктовых магазинов по улице Дальняя. На месте было изъято порядка 300 литров алкогольной продукции. В отношении 42-летнего индивидуального предпринимателя сотрудниками полиции был составлен административный протокол по части 2 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Административное расследование будет продолжено, по завершению которого материалы будут направлены в суд. Автолюбители становятся жертвами воров. С приходом зимних холодов в Якутске участились случаи краж портативных гаражей. Буквально недавно городской полицией была поймана группа людей, которые признались в совершении 6 эпизодов краж портативных гаражей.
На пульт дежурной части городской полиции поступило очередное сообщение о краже портативного гаража «Хауберг» со двора дома по улице Халтурина. Прибывшие на место участковые уполномоченные полиции исследовали следы на снегу, которые вели в сторону домов по улице Дзержинского. Полиция непродолжительное время вела наблюдение на периметре. Вскоре результаты оперативно-розыскных мероприятий привели к желаемому результату. Ночью из подъезда вышел мужчина, который заглянул в палисадник и вынес оттуда свернутое автоодеяло. Мужчина был задержан. В ходе допроса 27-летний уроженец города Якутска признался в содеянном, а также помог установить личности двух своих подельников, которые также были задержаны незамедлительно. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. На этой неделе произошло 2 случая с кражами денег в аэропорту и на железнодорожном вокзале. В первом случае у Интроскопа в аэропорту Якутска был похищен кошелек, и злоумышленник сразу же улетел. Однако был задержан у трапа самолета в аэропорту Читы. Деньги изъяты и возвращены владельцу. Почти одновременно с этим произошел другой факт, но уже на железной дороге. Причем задержать подозреваемого транспортной полиции помогли бдительные сограждане, ожидающие своего поезда на вокзале. Они вовремя вмешались, когда мужчина попытался вытащить у спящего соседа из кармана пиджака деньги. Злоумышленник задержан. В Намцах произошел инцидент между местным жителем, имеющего инвалидность, и 3 приезжими из Узбекистана. Как стало известно нашему обозревателю Николаю Борисову, восточные гости напали на аборигена из-за снега. Пострадавший сделал замечание своим обидчикам, которые на территории здания, где работает потерпевший, брали снег. В ответ на словесное порицание мужчины применили физическую силу. Следственные органы проводят проверку по факту нападения. Подобное поведение восточных гостей вызвало возмущение среди местных жителей. Люди собрались у кафе, где работают нападавшие, и требовали их немедленной депортации. В защиту своего работника руководство рынка в одностороннем порядке разорвало договор с узбеками, которые являлись арендаторами кафе. Если вы стали очевидцем происшествий, ждем от вас фото и видеоматериалы по WhatsApp номеру 8 924 464 79 71. На этом все. Спасибо, что были с нами, и помните, за любым преступлением наступит наказание.